Уважаемые коллеги, добрый день. Мы приветствуем вас на вебинаре, который посвящен проведению регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Константина Дмитриевича Ушинского. Республика Коми вошла в это мероприятие, в это состязание в прошлом году, и мы выступили достаточно успешно. 3 наших учащихся 11 классов из Ухты и Сыктывкара непосредственно стали победителями заключительного этапа. Напомню вам о том, что данная олимпиада входит непосредственно в перечень, и нам бы очень хотелось, чтобы мы продолжили данную традицию и наряду с другими субъектами приняли активное участие в проведении данного интеллектуального состязания. Вот сегодня именно этому будет посвящен наш сегодняшний установочный первый вебинар. Рассмотрим мы с вами основные, так скажем, требования к проведению регионального этапа, обсудим их и еще раз напоминаю, если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, в специальной вкладке «Вопросы», либо в чате, мы их обязательно обсудим. Еще раз, уважаемые коллеги, я вас рад приветствовать. По окончании, в общем-то, заключительного этапа прошлого года в Ярославле, непосредственно в мае, уже был издан приказ о проведении, собственно, данной олимпиады непосредственно в 2021-2022 учебном году. Вы видите, это прямая ссылка на, собственно, приказ Департамента образования Ярославской области, утвердившего, собственно, положение по проведению олимпиады. Олимпиада проводится в несколько этапов, и один из них – это региональный этап, собственно, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Если в прошлом году мы делали такой муниципальный фильтр, поскольку входили в данную олимпиаду и пробовали непосредственно предоставить возможность учащимся принять участие в таком, собственно, состязания и так далее, то в этом году мы решили попробовать не проводить муниципальный, по сути, этап, то есть не осуществлять данный муниципальный фильтр, для того, чтобы непосредственно, говоря уже об итогах проведения регионального этапа, мы могли непосредственно указать достаточно такое весомое количество непосредственно обучающихся, которые бы приняли в региональном этапе. По итогам непосредственно проведения регионального этапа на следующий год, я полагаю, что мы будем активно принимать участие в этом состязании. Мы уже будем принимать решение, состоится он или нет. Но в этом году без проведения данного муниципального фильтра. Вы видите, что организатором олимпиады выступает Департамент образования Ярославской области. Здесь есть оператор, с которым мы непосредственно сотрудничаем. И региональным, в данном случае, оператором выступает Коми Республиканский институт развития образования. Ну и на этом же слайде у нас представлена также основная цель проведения олимпиады – это содействие созданию условий для профессионального самоопределения школьников, которые проявляют интерес именно к педагогической деятельности. Нужно сказать, что олимпиада достаточно активно развивается, и в этом году присоединяются новые субъекты, и также им предоставляется возможность принять участие в этом непосредственно событии. Кто является участником региональной олимпиады, регионального этапа олимпиады? Нужно отметить, что здесь изменений никаких не произошло. В олимпиаде, в том числе и на региональном этапе, принимают участие обучающиеся 9-11 классов муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений. Поднимался вопрос о возможности участия восьмиклассников. Конечно, этот вопрос остался открытым. Почему? Потому что, во-первых, как видите на этом слайде, комплекты заданий для 9, 10, 11 классов являются едиными. И те, кто принимал в данном случае активное участие среди их координаторов, присутствующих на сегодняшнем вебинаре, вы это помните, поэтому содержание в данном случае для восьмиклассников может быть довольно-таки сложным. Но вопрос остается открытым, и, возможно, мы это сделаем уже в следующем году на муниципальном этапе. Нужно отметить, что содержание и письменного тура, и устного тура, как в прошлом году, так и в этом году, собственно, в соответствии с положением и как пишет об этом оператор конкурса, направлено на выявление общекультурной эрудиции, знаний в области психологии и педагогики, умение применять теоретические сведения в практической деятельности и проявлять педагогическую интуицию и коммуникативные навыки.
Исходя, по сути, из данного посыла, фактически и строится непосредственно содержание заданий Олимпиады. Нужно отметить, что, конечно же, те варианты олимпиадных заданий, которые были использованы в 2019, 2020, 2021 году, фактически представлены на сайте Олимпиады, и любой педагог-психолог, либо педагогический работник, который будет принимать участие в сопровождении, так скажем, обучающихся, может сориентироваться на то примерное содержание, которое может быть использовано. На данном слайде также представлена в данном случае таблица, которая нам необходимо будет с вами заполнить для того, чтобы мы имели, собственно, представление, кто является участником, собственно, регионального этапа. Данная информация затем уже будет использована для формирования списка для участия в заключительном этапе. Но я хочу обратить ваше внимание, что здесь мы собираем сведения как о самом обучающемся 9, 10, 11 класса, так и о его педагоге-наставнике. Поэтому сбор данных сведений необходимо также еще и согласовать с оформлением, в данном случае участниками, педагогами, согласие на обработку персональных данных. Данные документы будут непосредственно представлены уже в приказе министерства, который в настоящий момент пока находится еще на подписи. Итак, резюмируя, хочу сказать, что, как и в прошлом году, в этом году в региональном этапе Олимпиады и, собственно, в заключительном этапе Олимпиады принимают обучающиеся 9-11 классов. Когда же, собственно, проводится? По традиции организаторов данной Олимпиады, региональный этап проводится в единый день для непосредственно всех субъектов, и он обозначен непосредственно как 28 февраля 2022 года. И здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, собственно, где будет проводиться и для каких образовательных, собственно, учреждений. На базе Коми Республиканского института развития образования региональный этап Олимпиады будет организован для обучающихся государственных общеобразовательных непосредственно организаций, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Ну, а в муниципальных непосредственно образованиях, да, фактически мы здесь представляем в данном случае свободу представителей муниципальных методических служб, органов, муниципальных органов управления образованием в определении площадки или площадок, в определении непосредственно, конечно же, временного графика проведения регионального этапа, также непосредственно в определении состава жюри, который необходим будет для оценки письменного и устного туров. Но об этом непосредственно подробнее я скажу несколько позднее. Итак, фактически в муниципалитетах, то есть на тех площадках, которые будут определены уже на местах. Хочу сразу обратить ваше внимание, что в настоящий момент в КРИРО поступили сведения о муниципальных координаторах проведения данной Олимпиады из следующих муниципальных образований. Я назову районы и города. Это Ижемский, Усть-Куломский, Сысольский, Сыктывдинский, Княжпогосский районы. И, соответственно, это Воркута, Сыктывкар, Усинск и Сосногорск. Уважаемые коллеги, мы направляли непосредственно в муниципальный орган управления образованием запрос. Поэтому, если вы еще не дослали непосредственно информацию о координаторах, а нам это необходимо для того, чтобы передавать всю информацию по проведению, в данном случае, регионального этапа, это касается и комплектов заданий, это и касается критериев оценивания и так далее, и так далее. И в целом для взаимодействия и коммуникации, пожалуйста, в наш адрес направьте. Я еще раз в конце нашей встречи покажу контактные координаты регионального оператора. И самое важное, это, конечно же, проведение в данном случае регионального этапа на местах с учетом тех требований, тех рекомендаций, которые были разработаны в условиях непосредственно сохранения рисков распространения COVID-19 и так далее. И вот здесь, собственно, можно рассмотреть самые разные варианты проведения регионального этапа, поскольку он представляет собой, так скажем, да, два тура. Это письменный тур и устный тур, предполагает участие девятиклассников, десятиклассников, одиннадцатиклассников. И фактически это не обязательно может быть только одна какая-то площадка. Это может быть одновременно
например, несколько площадок, которые работают в одно и то же, например, время, но в разных, например, образовательных организациях. Поэтому муниципалитет здесь самостоятелен в определении того, каким образом, собственно, на местах пройдет в данном случае региональный этап. Фактически устный тур, о нем тоже несколько позднее, также может быть организован с помощью, в том числе, наверное, и онлайн-подключения, если такая возможность существует и прочее. Потому что фактически то, что он предполагает, можно, в общем-то, сделать, так скажем, или организовать подобным образом. Но давайте об этом чуть-чуть поподробнее. Итак, вот здесь мне хотелось бы, конечно же, обратить ваше внимание на функции муниципальных координаторов. Я в первую очередь обращаюсь непосредственно к ним, потому что, судя по чату, я понимаю, что у нас присутствуют не только муниципальные координаторы по данной Олимпиаде. Мы вас тоже приветствуем и надеемся, что информация по этому конкурсному состязанию для вас является тоже интересной. Ну, во-первых, нам бы хотелось, чтобы действительно все подведомственные вам организации, образовательные организации были проинформированы о проведении регионального этапа Олимпиады. Еще раз обращаю ваше внимание, что он проводится 28 февраля, ну, вот так положено у организаторов, и в прошлом году нам удалось соблюсти все эти сроки и так далее. Конечно же, если будет ухудшение эпидобстановки, я думаю, что нам нужно будет обсуждать это уже с федеральным оператором. После информирования рекомендуется собрать информацию об участниках регионального этапа Олимпиады в соответствии с формой, которая уже была представлена на слайде об участниках и так далее. Да, и она тоже будет представлена в приказе. И данная форма вам будет выслана для того, чтобы вы могли оперативно эту информацию собрать. Собрав данную информацию, вы точно будете уже понимать, какое примерно количество обучающихся планирует принимать участие в данной непосредственно Олимпиаде. И исходя уже из этого количества, исходя уже из непосредственно возможностей муниципалитета, в том числе технических и прочее, вы определяете только необходимое количество площадок, те временные, так скажем, рамки проведения, по сути, регионального этапа и так далее. Фактически все это может как раз стать основой уже для выполнения, собственно, следующего шага. Это определение, то есть площадок, организаций для проведения регионального этапа. Помимо этого, необходимо сформировать муниципальное жюри для оценки письменного и устного туров Олимпиады. Требования к составу жюри у федерального оператора минимальны, минимизированы, мы их тоже не устанавливаем. Но хотелось бы, чтобы в составе жюри непосредственно были специалисты, которые, собственно, являются представителями психолого-педагогических профессий. Это, конечно же, педагоги-психологи. Это, конечно же, может быть, педагоги, которые являются или выступают экспертами, имеют, допустим, в данном случае какой-то, может быть, даже звание и прочее и так далее. Но в этом отношении, опять же, обращаю ваше внимание, муниципалитеты будут самостоятельны. Также нет ограничений по количеству в составе жюри, но я предлагаю договориться о том, что, конечно, очень важно, чтобы это было не менее 3 человек, как минимум. С другой стороны, большее количество членов жюри позволит достаточно оперативно оценить непосредственно работу уже на местах и оформить и направить итоговый протокол по участию обучающихся вашего муниципалитета непосредственно к нам, как региональному оператору данной Олимпиады. К сожалению, у нас не так много времени будет на проверку и на формирование окончательного списка, в том числе и на участие в заключительном этапе. Да? Поэтому вот эти моменты я предлагаю, конечно же, вам тоже учесть. Далее, непосредственно жюри вы можете формировать даже, как мне кажется, и для отдельных туров. То есть часть жюри может участвовать, например, в оценке письменного тура. По сути, это может осуществляться параллельно после его уже проведения и так далее. И, соответственно, по тем критериям и методике оценивания, которые разработаны оператором и которые будет направлено также муниципальным координатором. И, соответственно, руководствуясь ими, члены жюри как раз будут выставлять, соответственно, баллы за каждое выполненное участником Олимпиады задание. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание, конечно же,
состав жюри должен быть оптимален и необходим для решения в данном случае тех задач, которые перед нами стоят в данном случае. Так, по положению Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе 5 человек, региональный 15. Ну, фактически здесь, еще раз говорю, у нас четкого регламента по составу жюри в данном случае нет. Я предлагаю рассмотреть вам самостоятельно данные варианты. И, по сути, понятно, что здесь представлены как раз требования в СОЖ, но в положении Российской олимпиаде школьников имени Ушинского таких четких, жестких требований нет. Поэтому для того, чтобы облегчить, я думаю, что нам на местах непосредственно работу, особенно в тех муниципалитетах, где очень много школ, где будет очень много участников, я думаю, что для быстроты решения наших с вами задач мы можем непосредственно определить данное жюри, то количество, которое нам необходимо. Ну, вы можете непосредственно использовать такой диапазон, как минимум 3 человека или 5 человек и до 15, как вот здесь нам предлагают. Далее, посмотрите, пожалуйста. Собственно, 28 февраля проводится региональный этап по самостоятельно установленному временному графику. И, конечно же, нам очень хотелось бы, чтобы была организована работа жюри. Жюри, конечно же, в этом отношении, руководствуясь критериями оценивания, выставляет соответствующие баллы за каждое выполненное задание и фактически непосредственно оформляет потом протокол. Смотрите, пожалуйста, люфт времени для направления информации об участниках регионального этапа и протокола жюри региональному координатору, то есть до 1 марта. 28-го мы проводим, и на следующий день эта информация уже должна появиться у нас в институте для того, чтобы мы могли ее обработать и, соответственно, осуществить свод и представить общий рейтинг участников, всех участников регионального этапа, для того, чтобы затем перейти уже к определению победителей, призеров и так далее. Хочу обратить ваше внимание, что помимо данной информации, также нужно будет направить информацию и о членах жюри по форме, которая будет представлена в приказе министерства. Ну и вопрос, собственно, по содержанию самих заданий, по длительности проведения этих этапов и так далее. Да? Ну вот к этому слайду мы еще вернемся, для того, чтобы в данном случае еще раз все наши, так скажем, точки взаимодействия и контактирования 28 февраля обозначить. Как я уже сказал, региональный этап состоит из 2 туров. Письменная часть представляет собой, как вы видите, тестовые задания открытого и закрытого типа, педагогические задачи, задания аналитического характера, педагогическое эссе и так далее. И время выполнения – это 2 часа. 2 часа. Здесь же на этом слайде представлена в данном случае ссылка на те вебинары, которые были проведены в ряде лет, так скажем, организаторами данной олимпиады. И они могут быть использованы как раз педагогическими работниками по подготовке обучающихся к участию в региональном этапе олимпиады. Далее, посмотрите, пожалуйста, устный тур. Что он из себя представляет? Устный тур проводится в формате конкурса «Умей удивлять». Участникам предлагается подготовить короткое публичное выступление, спич продолжительностью не более 2 минут по заданной теме и выступить с ним перед жюри. При этом при выходе за пределы лимита времени жюри останавливает выступление участника. Это, собственно, как прописано в методических рекомендациях оператора, то есть это, по сути, возможно. И об этом каждый школьник, конечно же, должен быть проинформирован. Тема выступления распределяется путем жеребьевки за 30 минут до начала непосредственно конкурса. И опять же, здесь есть ссылка на примеры заданий прошлых лет, которые можно использовать для подготовки и так далее. Хочу обратить ваше внимание на то, что вот здесь все будет зависеть, конечно же, от количества участников, да, и от возможности жюри непосредственно оценить в данном случае каждое, собственно, выступление. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вы можете организовать, например, следующим образом. Это написание всеми участниками, например, в течение 2 часов письменного тура и, соответственно, выполнение всех заданий, которые будут представлены как самостоятельный комплект и так далее. И далее вы уже можете через какое-то определенное время, например, через перерыв, предоставив в данном случае темы для выступлений, проведя жеребьевку,
во всей массе или в группах, да, в данном случае, потому что по количеству тем я вам тоже не могу пока сказать. Информация об этом появится только лишь 24 непосредственно февраля, когда пройдет непосредственно совещание с региональными координаторами, ну а также и непосредственно на самой Олимпиаде, то есть когда эти темы будут направлены вместе с комплектами заданий. Поэтому фактически нам нужно 2 часа на проведение письменного тура, а затем уже в зависимости от количества участников по 2 минуты на каждого человека, в данном случае для того, чтобы предоставить возможность ему выступить на определенную тему, заданную, так скажем, да, и представить какую-то определенную информацию и прочее. То есть после письменной части даем перерыв. Да, мы можем дать перерыв 30 минут, я думаю, что этого будет достаточно. При этом, посмотрите, пожалуйста, выполняют школьники по-разному задания Олимпиады, и некоторые даже укладываются непосредственно за 1,5 часа или даже за час 15-20 минут. Когда муниципалитет получает задание письменного тура и темы устного тура. Да, то есть вы, конечно же, опережаете все непосредственно мою информацию, но мы вернемся к этому позднее. Вот как раз тот слайд, который я хотел, уважаемые коллеги, вам показать. Значит, смотрите, 25 февраля мы, как региональный координатор в данном случае, получаем комплекты заданий с шифрами и так далее. Но пароли к ним мы получаем только 28 с утра. Поэтому фактически все комплекты заданий будут направлены утром до 9:00. Мы постараемся это, конечно же, сделать. В прошлом году у нас вроде бы не было сбоев по представлению в данном случае информации. И направить комплекты заданий. Соответственно, до 10 часов федеральный оператор нам направляет, в данном случае, это критерии оценивания, методику оценивания заданий. И, соответственно, после того, как появится в данном случае вся эта информация, мы также ее направляем муниципальным координаторам. Поэтому вопрос о том, когда можно начать, наверное, да, региональный этап, фактически также остается за вами. Полагаю, что необходимо будет время для того, чтобы распечатать комплекты заданий, потому что фактически в прошлом году они включали в себя, наверное, листов 12 и так далее. И я хочу вас предупредить о том, что это тоже потребует определенных, так скажем, да, ресурсов и времени. Поэтому оптимально можно рассматривать время, начиная, наверное, после 10 и так далее. Можно это сделать во второй половине. Все это будет зависеть от возможностей площадок, от того, насколько сможет, допустим, собраться ваше жюри и так далее, как быстро оно сможет проверить и прочее. И фактически получается, да, что получив непосредственно данную всю информацию, вы непосредственно организуете уже на местах в зависимости от того, как вы это определили. То есть либо сам муниципальный координатор фактически, да, на том площадке, на том месте, где определено, либо в общеобразовательных организациях. То есть, по сути, он пересылает данные комплекты, либо он тиражирует их, потом пересылает. Все зависит от того, как вы это, конечно же, сделаете, как вы договоритесь об этом и так далее. Хочу обратить ваше внимание, что достаточно часто в олимпиадных заданиях используются, например, схемы, рисунки, портреты и так далее. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы, чтобы качество печати также оставалось достаточно хорошим, приемлемым, потому что фактически мы должны обеспечить равные одинаковые условия. Ну и, естественно, после проведения фактически, посмотрите, пожалуйста, да, вот здесь некоторые функции на уровне координатора регионального, муниципального и, собственно, ответственных в школах и так далее обозначены. Организуется работа жюри по проверке в данном случае заданий, письменных заданий фактически, сопоставление в данном случае и выставление отметок за, по сути, письменный тур и за устный тур, суммирование этих отметок, отображение в данном случае в протоколе, может быть, да, рейтингование и так далее. И вся эта информация, заполненная в том числе и об участниках, направляется региональному координатору, то есть в наш институт, и, соответственно, мы затем выстраиваем в данном случае уже общий рейтинг всех, в данном случае, участников регионального этапа Олимпиады. Будут они выстраиваться, соответственно, по классам, отдельно 9, отдельно 10, отдельно 11 классы. Также хотелось бы обратить ваше внимание еще на некоторые моменты. Вот здесь есть, собственно, ссылки на, собственно, сайт
Олимпиады, Педолимп и так далее, да, и, соответственно, ВКонтакте. Вся эта информация тоже будет доступна, и мы направим ее в муниципалитеты для того, чтобы вы могли распространить среди общеобразовательных организаций. Ну, а Центр, в данном случае, научно-методического сопровождения инновационной деятельности конкурсного движения программ проекта в области образования от имени института является, собственно, региональным координатором по проведению данной Олимпиады в Республике Коми. Поэтому взаимодействовать вы, конечно же, будете в первую очередь со мной. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что если вы до настоящего момента еще не успели направить нам информацию об ответственном лице за проведение регионального этапа, если вы принимаете такое решение на уровне муниципалитета, то, пожалуйста, на данный электронный адрес пошлите эту информацию. Еще раз напоминаю, что у меня есть информация об ответственных следующих районов. Это Ижемский район, Искуломский, Сысольский, Сыктывдинский, Межпогосский и так далее. И это Воркута, Сыктывкар, Усинск и Сосногорск. Уважаемые коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. Если они у вас еще есть, остались, пожалуйста, вы можете написать их в чате или в специальной вкладке. Хочу обратить ваше внимание, что как только непосредственно приказ будет издан, соответственно, он попадет в муниципальное управление образованием, также мы дополнительной рассылкой я продублирую на те электронные адреса ответственных лиц, которые предоставлены непосредственно, ну, так скажем, в наш адрес. Какое количество участников с района можно представить? Фактически мы не ограничиваем. То есть фактически мы говорим о том, что мы предлагаем принять участие школьникам 9-11 классов в данном интеллектуальном состязании. И для того, чтобы понять, кто будет принимать участие, предварительно мы предлагаем как раз собрать эту информацию, потому что она потом будет нам пересылаться. И с учетом уже итогов участия в региональном этапе, он может быть непосредственно участником, он может быть победителем, он может быть призером и так далее. То есть по совокупности всех, так скажем, результатов мы в данном случае затем уже будем подводить итоги. И, собственно, по тому, как это делается, да, или будет сделано, то есть как будет определяться победители, призеры и так далее, об этом будет зафиксировано непосредственно в приказе министерства по проведению регионального этапа. Уважаемые коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Ну, я с вами согласен. Сыктывкар в прошлом году он принимал участие непосредственно на базе академии, и мы приглашали, поскольку был муниципальный фильтр, мы приглашали победителей и призеров муниципального фильтра. Вот еще раз хочу обратить ваше внимание. Мы понимаем, что муниципалитет в данном случае, в муниципалитете большое количество образовательных учреждений, образовательных организаций, поэтому вы можете организовать в данном случае несколько, да, площадок, где будет проводиться, собственно, данный региональный этап. И также несколько, допустим, комиссий, да, или членов жюри, так скажем, да, которые бы обрабатывали, принимали участие в данном случае. Перед нами не стоит такая цель, да, вот охват и прочее, но нам кажется, что, собственно, это позволит увеличить, так скажем, да, количество участников регионального этапа в Республике Коми, да, и на фоне, так скажем, субъектов, ну, мы могли бы показать, что мы провели эту Олимпиаду таким вот образом. Конечно же, у данной Олимпиады разработан брендбук по всем, в том числе наградным. В прошлом году мы направляли и сертификаты участников, и, соответственно, мы направляли в данном случае дипломы призеров-победителей регионального этапа. Не скажу сейчас, потому что быстро не вспомню, по поводу педагогов. Возможно, и их мы также отмечали. То есть данные наградные материалы, они у нас есть. Да, я с вами согласен, что жюри может быть непосредственно по-разному оценивать и так далее, но мы думаем, да, фактически. Я с вами соглашусь, что здесь есть определенные риски, но думаю, что если вы дадите определенные установки, и, конечно же, сами критерии оценивания, методика оценивания, она, по сути, ну, является, так скажем, тем основанием, когда фактически, ну, там, наверное, невозможно будет, да,
каким-то образом жюри повлиять на исход и прочее, потому что там полностью расписывается фактически, как оценивается каждое задание. В тестовой части достаточно все просто, потому что там достаточно только определить либо последовательность, либо какой-то правильный ответ, либо очередность и так далее. Вот, а там, где фактически необходимо будет решить какую-то задачу, либо написать текст в форме эссе, там также даются рекомендации, по каким образом могут быть оценены в данном случае эти работы. Поэтому, собственно, наличие данных критериев и методики оценивания, нам кажется, непосредственно минимизирует данные риски. Относительно сканированных работ, давайте таким образом, поскольку региональный этап мы проводим сами, фактически муниципалитеты могут хранить в данном случае эти работы и при необходимости, потому что федеральные операторы работы регионального этапа не запрашивают. Если возникнет такая необходимость, то фактически мы обязательно их соберем. Относительно заключительного этапа я хочу сообщить, что он состоится в конце марта, 23-25 марта, пока планируется в городе Ярославле. Но, памятуя опыт прошлого года, хочу обратить ваше внимание, что, может быть, в связи с ухудшением, например, обстановки, данная Олимпиада может быть проведена также в субъектах, как это было сделано в прошлом году. Но если так будет, то мы обязательно вас оповестим, и будем уже работать с тем количеством, так скажем, да, призеров-победителей, которые у нас появятся на региональном этапе. Да, если в данном случае будут эссе, но вы можете, да, в состав жюри включить одного филолога, который мог бы непосредственно посмотреть в данном случае работы и в соответствии с критериями оценить. Таких заданий не так много. Вот если анализировать по прошлому году, наверное, всего лишь одно-два. В основном оно связано с педагогикой и с психологией. Поэтому вот здесь участие в данном случае педагогов-психологов, я думаю, и им было бы интересно. Фактически здесь, я думаю, что они могут принять активное участие как члены жюри. Далее. Устный тур, публичное выступление перед жюри в онлайн-формате. Я говорил о том, что онлайн-формат возможен. То есть фактически вы можете организовать подобным образом муниципальный этап, предоставив в данном случае определенную, например, там, ссылку и так далее на Zoom и так далее. Фактически члены жюри могут находиться в одном, собственно, месте, а наши обучающиеся, не контактируя, например, друг с другом, могут принять участие именно в этом этапе. Но вот здесь возникнет, наверное, сложность с жеребьевкой. Либо вы ее также проводите непосредственно в Zoom каким-то определенным образом, но это может вызвать определенные затруднения уже на местах. Фактически все будет зависеть от того, как вы или какое вы примете решение. Для того, чтобы принять его, я думаю, что нам нужно сначала непосредственно получить информацию о том, кто бы хотел принять участие в этой Олимпиаде. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что в прошлом году мы достаточно успешно выступили на заключительном этапе, и 3 наших 11-классника, они стали победителями и призерами, заключительного этапа этой Олимпиады. Уважаемые коллеги, протокол отправляется с подписями членов жюри. Да, то есть фактически вы фиксируете каждого учащегося, вы фиксируете количество баллов, полученными им за письменный тур, устный тур, далее сумма и, конечно же, это может быть рейтинг и так далее, но желательно, чтобы это было подписано. Когда появится приказ? Все зависит от того, как, ну, думаю, что, наверное, до праздника это точно, то есть 21-22 мы постараемся это сделать до конца недели. Если это получится, то обязательно, конечно же, его распространим. Как только, так сразу. Образец протокола будет в приказе, да. То есть вся представляемая региональному координатору, региональному оператору, по сути, этой Олимпиады, вся будет представлена в приказе, в отдельном приложении, то есть какие формы и прочее, прочее. Может возникнет вопрос по отчету, да, который, как правило, делается после муниципального этапа, например, на ВСОШ и прочее. Здесь мы пока этого делать не будем.
по той простой причине, потому что у нас не было муниципального этапа, а та информация, которую вы будете представлять, она будет достаточной для того, чтобы понять, кто принимал участие, с каких непосредственно образовательных организаций, какое количество, кто непосредственно выступает педагогом-наставником данного конкретного ребенка и так далее. В принципе, вы можете оформить это одним протоколом, там, 9, 10, 11 классы. Можете сделать отдельно 9, 10, 11 класс. Объясню почему. Если вы организуете в своем муниципалитете непосредственно разные комиссии, то есть разные члены жюри, так скажем, да, отдельно для 9 класса, отдельно для 10, отдельно для 11, фактически вы можете как раз вот эти протоколы по отдельности представить, которые как раз вот они как самостоятельные подпишут. Вот. Если же вы организуете как-то иначе, например, в муниципалитете был проведен региональный этап следующим образом, то есть самостоятельной группой были обучающиеся 9 класса, а 10, 11, например, там в одной группе и так далее, то вы можете представить так протокол. То есть, мне кажется, все будет здесь зависеть от того, как вы организуете непосредственно работу жюри, кто будет подписывать у вас эти протоколы. Но можно и одним. Самое главное, чтобы вся информация, которую вы представили, она была обо всех. И вам может она, конечно, показаться избыточной, но еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы работаем с формой, которую представил нам федеральный оператор. И для того, чтобы затем не запрашивать у вас дополнительную информацию, мы попросим ее оформить непосредственно изначально так. Можно ли направить муниципалитетам образцы отчета протокола в Word? Конечно, конечно. Так все будет сделано, и, соответственно, рассылка, еще раз, с моей электронной почты на электронные адреса ответственных, она будет как раз включать в себя все документы. То есть это формы в Word, это, конечно же, формы согласия на обработку персональных данных для лица до 18 лет, например, там, да, кому-то, может быть, старше 18 лет, и, конечно же, согласие на обработку персональных данных педагога-наставника. Вот эти документы, их необходимо предварительно будет оформить, потому что они становятся основанием для, так скажем, возможности работы с данными уже всех участников регионального этапа. Поэтому все эти документы, конечно же, в Word будут направлены. Относительно муниципального координатора ограничений нет. Еще раз обращаю ваше внимание. Если вы примете такое решение на уровне муниципалитета, пожалуйста, да, то есть муниципальный координатор тоже может быть членом жюри. Согласие направите нам до 28-го. Согласие я могу направить в конце недели, но еще раз хочу обратить ваше внимание, что у меня не так много электронных адресов, то есть, по крайней мере, смогу это сделать для тех, кто уже представил информацию об ответственных лицах, то есть в тему муниципального образования. Если не получится это сделать сегодня, то обязательно я это сделаю завтра, потому что сегодня нужно тоже еще решить ряд вопросов. Презентация. Презентация будет вместе с положением о проведении с приказом департамента доступна после окончания нашего вебинара, когда я изменю непосредственно в данном случае режим стола. Поэтому вы сможете скачать и при необходимости ее использовать. Также постараюсь, да, всю эту информацию еще раз по тем электронным адресам, которые у меня есть, уже скинуть, чтобы вы могли уже с чем-то работать и так далее, и предварительно, например, собирать информацию и так далее. Уважаемые коллеги, пожалуйста, ваши вопросы, ваши просьбы и так далее. Резюмируя, хочу еще раз сказать о том, что у республики, у образовательных организаций нашей республики есть удивительный опыт участия в этом состязании, он положительный, нас высоко оценивают, поэтому давайте не будем лишать наших обучающихся возможности принять участие в том числе и в этом интеллектуальном испытании, в этом конкурсе, в этой олимпиаде. И еще раз хочу обратить ваше внимание, наверное, на главную цель, которая преследуется, так скажем, этим состязанием. Это, конечно же, популяризация педагогических профессий. И нужно отметить, что победители заключительного этапа, они в ряде университетов, которые присоединились, так скажем, да, и засчитывают
соответственно, дополнительные баллы за победу или за призерство в этой Олимпиаде. Их тоже достаточно много, и у ребят появляется шанс непосредственно поступить уже в высшее учебное заведение при наличии подобных, в данном случае, дополнительных баллов и прочее. Спасибо, уважаемые коллеги. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Пожалуйста, звоните, мы с вами будем, конечно же, очень тесно сотрудничать и проведем достойно региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Константина Дмитриевича Ушинского. Итак, можно направить форму для заполнения информации в муниципальном координаторе. Хорошо, я продублирую тогда еще раз письмо для того, чтобы вы могли направить. Уважаемые коллеги, на этом у меня все. Благодарю вас за то, что вы нашли возможность принять участие в вебинаре. Всего доброго, до свидания.